Северная Корея показала своих новейших роботов. Российская компания представила модель спутника для мониторинга основных парниковых газов. IT-технологии добрались и до Ленска. Там испытали нейрогарнитуру. Вы смотрите обзор новостей из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Самый богатый человек планеты Илон Маск предложил пользователям Twitter решить судьбу его акций Tesla. Речь идет о 10% ценных бумаг компании. Средства от продажи пойдут на уплату налогов. К слову, большинство участников опроса поддержали эту идею. Илону Маску придется продать 10% акций, принадлежащей ему компании Tesla. Такова была воля пользователей Твиттера, ответивших на опрос, размещенный предпринимателем в воскресенье. В начале ноября на фоне роста акций Tesla состояние Илона Маска превысило $300 миллиардов, в результате чего он стал самым богатым человеком планеты. При этом в Tesla миллиардер не получает зарплату. По его словам, продажа ценных бумаг компании – единственный для него способ платить налоги. В пятницу он предложил пользователям Твиттера решить, стоит ли ему это сделать. В опросе приняли участие более 3,5 миллионов человек. Почти 58% из них высказались в поддержку этой идеи. По подсчетам Рейтер, стоимость акций составит $21 миллиард. Опрос Маска появился после того, как демократы в Сенате США предложили облагать налогами принадлежащие миллиардерам ценные бумаги и другие торгуемые активы, чтобы финансировать социальные программы президента Джо Байдена. Маск раскритиковал это предложение, сказав, что когда у них закончатся деньги других людей, они придут и за тобой. В ответ на это председатель финансового комитета Сената Рой Вайден заявил, что заплатит предприниматель налоги или нет, не должны решать пользователи Твиттера. Tesla является самой дорогой компанией-автопроизводителем в мире. Ее рыночная стоимость превышает $1 триллион. Вероятно, не желая отставать от своего южного соседа, Северная Корея показала своих новейших роботов. На местном телевидении рассказали об успехах по внедрению искусственного интеллекта для обучения детей. Я помогаю развивать технологии и интеллект детей, говорит этот голубоглазый робот в пустом школьном классе. Телевидение КНДР продемонстрировало сюжет, повествующий об успехах Пхеньяна в использовании искусственного интеллекта и кибернетики в общеобразовательных заведениях. Кроме голубоглазого андроида с флагом КНДР на корпусе, в материале показали еще 2 устройства. Их характеристики неизвестны. Не стала рассказывать диктор и о том, откуда они появились в корейских школах. Профессор Парк Кун Хи рассказала, что сначала ей было тяжело понять психологию робота. Но ей помогли наставления товарища Ким Чен Ына, которые направили ее по верному пути. Андроидов, согласно сюжету, используют на уроках математики, музыки и английского языка. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? My name's you. Facebook, а точнее Мета, откажется от системы распознавания лиц на фотографиях или видео. Споры относительно этичности использования такой системы не утихают до сих пор. В чем весь сыр-бор, расскажем сейчас. Администрация Facebook объявила во вторник, что социальная сеть перестанет использовать систему распознавания лиц для автоматического определения людей на фотографиях и видео. В компании пояснили, что такое решение было принято на фоне растущей озабоченности общества относительно этой технологии и отсутствия четких правил, регламентирующих ее использование. В общей сложности соцсеть удалит индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда пользователей. Ожидается, что полностью этот процесс завершится к декабрю. Противники технологии, широко применяющейся в магазинах, больницах и других организациях для обеспечения безопасности, говорят, что она может нарушать право на личную жизнь и использоваться для принудительной слежки, в частности, за представителями различных маргинализированных групп населения. Новости об отказе Facebook, недавно сменившей название на Meta, от этой технологии, появилась на фоне скандала, в котором социальная сеть оказалась на прошлой неделе. Тогда СМИ опубликовали внутренние документы компании, переданные бывшей сотрудницей Фрэнсис Хауген. Из них стало известно, что администрация вмешивается в работу соцсети, давая привилегии VIP-пользователям и, вопреки собственным публичным заявлениям, не справляется с модерацией контента. Отправимся в космическое пространство. Американское агентство НАСА представило аппарат, с помощью которого планируют изменить орбиту целого астероида. Зонд столкнется с небесным телом, чтобы оно поменяло направление движения.
Возможно ли протаранить рукотворным космическим аппаратом угрожающий Земле астероид, чтобы изменить его траекторию и увести в сторону от планеты? Такая задача будет решаться в ходе предстоящей миссии DART или испытания перенаправления двойного астероида. В качестве объекта исследования выбран астероид Дидим с его спутником Диморфом. Хотя непосредственной опасности сейчас и в течение ближайших 100 лет ожидать не приходится, готовиться к ее отражению необходимо заблаговременно, сказал сотрудник подразделения НАСА по планетарной обороне Лингли Джонсон. Мы не хотим оказаться в ситуации, когда к Земле мчится астероид, а мы только начинаем проводить испытания такой возможности. Мы хотим знать, как будет работать космический аппарат и какой будет реакция астероида на удар, прежде чем попадем в такое положение. Запуск намечался на октябрь прошлого года. Теперь он должен состояться 24 ноября, хотя и эта дата может измениться. Задача миссии осложняется тем, что сейчас трудно предсказать, под каким углом зонд столкнется с Диморфом, отметила Елена Адамс, отвечающая за инженерные системы проекта. Известны траектория движения небесного тела и положение Солнца, но угол столкновения будет зависеть от того, как на самом деле выглядит Диморф, а это станет известно в последние 20 секунд перед касанием. DART будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Перехват по расчетам должен произойти в сентябре 2022 года, когда Дидим и Диморф будут находиться на расстоянии 11 миллионов километров от Земли. Тем временем экипаж китайской орбитальной станции Тяньхэ совершил первый выход в открытый космос. И сразу достаточно затяжной. В общей сложности он продлился 6,5 часов. Капитан экипажа китайского пилотируемого корабля Шэньчжоу-13 Джай Джиган и женщина-тайконавт Ван Япин в понедельник завершили первый выход в открытый космос с борта строящейся космической станции Тяньхэ. Их коллега Е Гуанфу был с ними на связи и занимался координацией, оставаясь внутри модуля. 41-летняя Ван Япин стала первой в истории китайской космонавтики женщиной, совершившей выход в открытый космос. В ходе работ за бортом тайконавты установили и настроили роботизированный манипулятор модуля Тяньхэ и каскадный адаптер для роботизированного манипулятора лабораторного модуля Вэнтянь, который прибудет на станцию в будущем, а также выполнили ряд других задач. Выход продлился 6,5 часов. Шэньчжоу-13 – это вторая из 4 миссий, которые отправятся на станцию для завершения ее строительства, окончание которого ожидается в 2022 году. Тайконавты прибыли на орбиту 16 октября и по плану должны пробыть там полгода. Экипаж предыдущей миссии, продлившейся 3 месяца, вернулся на Землю в сентябре. Китайская станция, первый модуль которой был выведен на орбиту в апреле этого года, находится на высоте примерно 400 километров и должна прослужить более 10 лет. Продолжаем тему космоса. Частная российская компания Success Rockets представила ООН на конференции об изменении климата в Глазго модель спутника для мониторинга основных парниковых газов. Назвали аппарат «Диана». На его борту установлены спектрометры для измерения содержания в атмосфере основных парниковых газов – углекислого газа, метана, закиси азота и других. Запуск тестового спутника планируют во второй половине следующего года, а начало его эксплуатации намечено на середину 23-го, уточнили в Success Rockets. В компании подчеркнули, что ведут переговоры с главкосмосом по согласованию запуска космического аппарата «Диана» на одной из ракет госкорпорации «Роскосмос». В будущем Success Rockets планирует создать глобальную климатическую мониторинговую систему. IT-технологии добрались и до Ленска. Первыми испытали нейрогарнитуру воспитанники Центра доп. Образования «Академия знаний». Современная аппаратура предназначена для управления процессами памяти, силой мысли. Как это помогает детям и пожилым людям, узнаем сейчас. Это воздействие на изменение процессов, происходящих на экране компьютера, наглядно демонстрирует, как нейрогарнитура силой мысли влияет на управление памятью. Способности человеческого мозга сегодня все активнее изучают ученые, и для этого внедряют вот такие инновационные технологии. И они как нельзя кстати применимы в обыденной жизни для развития памяти и концентрации внимания у детей, пожилых и людей с различными заболеваниями. Академия знаний Натальи Моисеевой сегодня единственный в Ленске центр доп. Образования, использующий IT-технологии. Обращается очень много детей
детей из многодетных семей, да, каких-то малообеспеченных, также пенсионеры. Им достаточно дорого оплачивать мои услуги, хотя у меня очень низкие, да, цены, но тем не менее я бы хотела выйти на социального предпринимателя, где смогла бы помогать большому количеству людей. А если это станет социальным проектом, то охват людей и польза, конечно, будет колоссальной. Очень классно, что у нас открываются новые направления в образовании, и этим занимаются наши резиденты. Например, у Натальи сегодня идет развитие по направлению IT-технологий. Она закупила нейрогарнитуру, что позволяет силой мысли управлять различными процессами памяти. По изменению мозговых ритмов в разных областях можно судить о том, какие задачи сейчас решает мозг. Например, ритмы меняются при переходе от бодрствования к засыпанию, при умственном напряжении и расслаблении и так далее. Такие нейротехнологии разработаны для реализации нескольких целей. Основные – сбор информации о работе мозга и контроль управления его процессами. Действует гарнитура по аналогу электроэнцефалографии. Соответственно, с помощью нейрогарнитуры можно тренировать мозг и контролировать его работу, что пока еще в диковинку для линчан. Не успели остыть положительные эмоции после победы команды Team Spirit на мировом турнире по Dota 2. Как очередную порцию счастья всем нам принесла команда Na'Vi, только по CS GO. С россиянами в составе Na'Vi триумфально переиграли соперников в гранд-финале PGL Major Stockholm 2021. Заключительный матч мейджора закончился со счетом 2-0. За всю историю существования организации ее составы по CS GO никогда не выигрывали турниры этой серии. В итоге ребята заработали $1 миллион призовых. Это были новости IT. Если видишь нас по телевизору, повтор программы доступен в инстаграм-аккаунте як24.ру и на одноименном YouTube-канале. Но если смотришь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!